Мы видим много людей, которые читают Коран. Но при этом, хоть они читают Коран, попадают в ширк. Нарушают таухид. Хотя эта вещь, она очень ясная. Мы сказали, ясно изложена в книге Аллаха Субхану ва Тааля, в сунне пророка алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что эти люди, они идут вот так вот по привычному какому-то пути, то, на чем они нашли своих отцов, на чем нашли своих шейхов, вот по этому пути они и идут. Вот. На чем застали своих отцов, на чем застали жителей своей страны, вот по тому пути они и идут, и нисколько не думают, хоть в один из дней не задумываются о том, что, а может быть подумать, что сказано в Коране, поразмыслить о том, что сказано в Коране. Может быть, то, что делают люди, надо сверить с Кораном, а потом уже следовать за людьми. То, что делают люди, правильно или неправильно, в соответствии с Кораном или нет. Нет, что делают люди? Называется таклидуль ама, то есть слепое подражание. Все. Слепое подражание отцам, слепое подражание дедам. Они думают, что Коран, он только для бараки. Чтобы читать и получать награду за буквы. Что Коран не читают для того, чтобы думать, чтобы размышлять, что там сказано, а потом выполнять то, что ты понял. На самом деле мало людей, очень мало людей, которые читают Коран для этой цели. То есть читают Коран для того, чтобы размышлять, а потом, узнав, совершать действия в соответствии с этим. Нет. Многие люди, они читают Коран для чего? Читают для то, что называется табаррук. Для бараки, что ли, чтобы насладиться голосом чтеца, как он читает, как мелодичное чтение, мелодичное, красивый голос, некрасивый голос. Вот они включают, слушают. При этом они не вдумываются в смысл сказанного. Или для чего Коран? Для того, чтобы лечить болезни разные. Или у человека колдовство там коснулось его, или с глаз. Ну, для этого вот Коран. То есть взаимодействие их с Кораном ограничивается этим. Для лечения, для рукья, для наслаждения чтением, кто читает, или для бараки от чтения. Но читать, чтобы понимать, чтобы размышлять, чтобы исходить из Корана, чтобы Коран и Сунна были для тебя источником, чтобы действия людей сверять с тем, что сказано в Коране. Вот этого вот, к сожалению, у многих нет. И есть только у небольшого количества людей. Не можем сказать, что этого вообще нет. Альхамдулилля, это есть. Но, как говорит шейх, только у немногих. Поэтому мы видим, что Коран в одной стороне, а эти люди, они в другой стороне совершенно. И не думают, чтобы что-то поменять, не задумываются над этим. И даже если в их жизни появляется человек, то есть находится такой человек, который возрождает призыв Корана настоящий или призывает к Аллаху Субхану ва Тааля, то что они делают? Начинают этого человека наоборот обвинять в заблуждении, что вот он портит религию, что он принес какую-то новую религию, хотя этот человек не принес новую религию, а наоборот, он принес им призыв к Корану и Сунне.